Şarkı sevdiği kildim diye kımılama yanım ilgi. Дорогие наши гости, я рад вас приветствовать на международном кинофестивале, который мы проводим вместе с вами в 11-й раз. Ежегодно самый главный судья — это Сергей Александрович с его командой. Они к нам приехали с доброй душой. Я прошу своих жителей города Чебоксары Республики бурными аплодисментами поприветствовать наших гостей. Спасибо большое. На самом деле, вот эта неделя будет такой яркой, значимой, потому что в разных кинозалах и города Чебоксары, и в других городских округах, и в районных центрах, где мы открыли новые современные кинозалы, а по факту в этом году уже будет 16, могу для сведения привести отдельную такую статистику. В прошлом году наши ожидания вообще превзошли, когда мы думали, открывать кинозалы или не открывать. Да и в Российской Федерации практически кинозалы востребованы. Вот по прошлому году, по итогам 2017 года, кинозалы посетили почти 1,5 миллиона человек. Это говорит о чем? Это говорит о том, кинозалы сегодня востребованы, работы всех тех специалистов, которые идею превращают в реальные картины, в реальное кино, отдельные имеют право на жизнь, на долгую жизнь, отдельные, конечно, не совсем могут попасть. И с этой точки зрения хочу сказать, вот люди отрываются от телевизоров, люди отрываются от компьютеров, люди хотят приходить в кинозалы, общаться, находить своих друзей, находить новых друзей и находить по работе уже, касаясь вообще работ, творческой работы. Конечно, они вкладывают очень много энергии для того, чтобы появились востребованные работы. Чтобы любители и ценители кино посмотреть эти фильмы, соответственно, еще долго задумывались, долго рассказывали своим детям. Это очень важно для нас. И это дает практически в конечном счете синергетический эффект. Отдельные начинают думать, правильно мы ли живем, потому что фильмы разные, но фундаментом любого фильма, любого кино является любовь, соответственно. Жизнь на этом строится, я хочу сказать. И все те режиссеры, продюсеры, киноведы, кинокритики, популярные российские артисты, которые уже в 11-й раз к нам приезжают, конечно, они обогащают нас. Они прививают патриотические чувства молодежи, да и в нас самих. У нас тоже душа молодая. И огромные слова благодарности я хочу высказать нашим гостям, потому что они полюбили народ Чувашии, полюбили зрителей, любителей и ценителей кино. И те популярные российские артисты, которые к нам приезжают, одно дело мы на экранах видим, а с другой стороны, все возможности, они открыты, они доступны, они рассказывают о своих, соответственно, работах вместе с теми членами команды, которые формируют эти работы. Конечно, это практически незабываемые впечатления остаются и в культуре Чувашской Республики, и вообще в нашей жизни. Но и следующее я хочу отметить, новые работы, которые представительное жюри, конечно, будет оценивать, это тоже важно, потому что кинофестиваль наш, он приурочен еще к культуре малых народов, но малых народов вообще не бывает, но Российская Федерация практически представлена многими национальностями, люди живут в мире и согласии, и культура каждого народа является уникальной, многогранной культурой нашей любимой Российской Федерации. Уклад жизни, духовно-нравственные ценности, семейные ценности как никогда востребованы в век глобализации. Хотя идет и интернетизация, и цифровые технологии развиваются, но эти фильмы, они дают нам еще раз оценить, правильно ли мы живем в этой жизни, все ли делаем по подсказке сердца и души, и имеет огромное воспитательное значение.
Мы любим эту землю, и наши все те, которые работают над фильмами, они, имея патриотические чувства, создают те фильмы, те кино, которые задевают за наши чувства. У кого-то слезы огорчения, у кого-то слезы гордости появляются. И в конечном счете это формирует такую хорошую, доброжелательную ауру. Всем вам, уважаемые коллеги, хочется пожелать добрый путь, хороших, ярких впечатлений нашим киноведам, режиссерам, продюсерам новых, хороших фильмов. Мы любим свою Россию, мы любим эту землю, мы всегда уважительно относились к старшему поколению и своих детей воспитываем в этом духе. Низкий вам поклон! С праздником! Скоро все кончится. Режиссер Алексей Рыбин, Россия. «Золотая рыбка», режиссер Александр Галибин, Россия. «Рок», режиссер Иван Шахназаров, Россия. «Турецкое седло», режиссер Юсуп Разыков, Россия.
Нагорная проповедь. Режиссер Ю Йон И. Южная Корея. Голова два уха. Режиссер Виталий Суслин. Россия. Прохожий. Режиссер Дамба Баярсайхан. Монголия. Бесконечный человек. Режиссер Хью Салливан. Австралия. Ничей. Режиссер Евгений Татаров. Россия. Ну а сейчас позвольте представить вам жюри конкурсов 11-го Чебоксарского международного кинофестиваля. Внимание на экран. Елена Брагина, генеральный директор общества «Актерское агентство 24», Москва. Нина Панина, заслуженный работник культуры Чувашской Республики Российской Федерации, режиссер Чувашского народного театра имени Иоакима Максимова Кошкинского, Чебоксары. Дмитрий Пиркулов, режиссер, продюсер полнометражных фильмов, генеральный продюсер, директор студии «Амкарт», Москва. Нэнси Конди, киновед, председатель жюри, США. Карина Андоленко, актриса театра и кино, Москва. Артем Васильев, композитор, музыкальный продюсер телеканала «Общественное телевидение России», Москва. Владимир Подунов, кинокритик, США. Александр Прошкин, кинорежиссер, сценарист, народный артист Российской Федерации, председатель жюри, Москва. Мы приглашаем на сцену жюри 11-го Чебоксарского международного кинофестиваля. И регионального кино Нэнси Конди и игрового кино Александру Прошкину. Добрый вечер, чебоксарцы. От имени оригинального жюри хочу сердечно выразить свою благодарность за приглашение сюда организаторам фестиваля, представителям города, министерства, правительства и особенно жителям вашего прекрасного города. Мы ждем прекрасно, интересное кино и будем смотреть с большим интересом. Спасибо за приглашение. Мы благодарим Нэнси Конди. Слово Александру Прошкину. Добрый вечер. Я бы мог повторить все то, что сказала Нэнси. Совершенно искренне. Я был всего пару дней на этом фестивале, несколько лет назад, и этот город, и эти чудесные зрители, которые всегда наполняют этот зал, просто они, так сказать, застряли в моем сердце навсегда. И я еще благодарен за то, что меня пригласили на этот раз. Я с восторгом приезжаю в этот город, в эту красоту, на моей любимой Волге. И я очень надеюсь, что этот фестиваль пройдет так же замечательно, как все предыдущие, потому что Чувашия особый зритель, и ваш город один из самых, и республика тоже одна из самых кинематографических республик, потому что посещаемость кинотеатров здесь совершенно нереальная. Я пожелаю вам, ну, прежде всего, чтобы был удачный год, чтобы были все здоровы, чтобы жизнь была благополучной, и чтобы вы чаще ходили в кино. Спасибо вам еще раз за приглашение, я счастлив всех вас видеть. Дорогие друзья, еще раз ваши громкие аплодисменты всем членам жюри. Мы желаем вам удачи. И мы приглашаем занять почетные места в зрительной зале. Пожалуйста.
Ну а также мы от всего сердца хотим пожелать участникам Чебоксарского кинофестиваля таких же красивых творческих побед, как и следующий номер торжественной церемонии. Для вас выступает народный ансамбль танца «Радость», руководитель Зоя Бачурина. Вальс. кино, академика Российской академии киноискусства НИКа, заслуженного работника культуры Чувашской Республики, программного директора Чебоксарского международного кинофестиваля Сергея Лаврентьева.
помню, где-то лет несколько назад Михаил Васильевич принимал нас у себя и спросил вот, ну что, как вам кажется, что можно было бы вот улучшить. Я как сказал ему: Михаил Васильевич, знаете, ну вот что-то Сеспиль-то вот как-то странно стоит, такой хороший зал, может быть, как-то что-то такое сделать с ним. Он сказал: надо подумать. Вот, подумал, помог, сделал. Еще в прошлом году ничего здесь не было, в общем, все было старое. Теперь вот все, и театр, и кинотеатр, и вот это здание возвращено городу в качестве культурного объекта. Спасибо, Михаил Васильевич. Спасибо всем тем, кто это делал. И, в общем-то, это, конечно, хорошо. Хорошо, что фестиваль продолжается. Хорошо, что в этом году он стал еще более международным. И то, что я всегда говорю, вот сейчас все как-то вдруг стали говорить о том, на всех фестивалях вообще, как интересно вот кино регионов российских, как это удивительно, как это необычно. Когда 11 лет назад зарождался фестиваль в Чебоксарах, никому в голову это не приходило. Это здесь началось. Вот это, то, что сейчас так модно и популярно везде, это началось здесь. И вам, дорогие жители Чебоксар, дорогие жители Чувашии, надо гордиться тем, что вот это отсюда пошло. И теперь наш фестиваль, ну вот, имеет свою историю замечательную и свое прекрасное настоящее, надеюсь, хорошее будущее. Спасибо нашему золотому классику Александру Анатольевичу Прошкину за то, что он согласился приехать и возглавить наше жюри. Спасибо прекрасной Нэнси Конди, Володе Подунову за то, что они так далеко, из такого далека прибыли сюда и тоже будут с нами вместе работать. Спасибо вам всем, дорогие друзья, потому что всегда, когда приходит время приезжать в Чебоксары, я испытываю такую радость. Вот за это вам еще раз большое спасибо. Сергей Александрович, по сложившейся традиции мы просим вас произвести символический хлопок кинематографической хлопушкой и дать старт 11-му кинофоруму в Чебоксарах. Итак, 11-й международный кинофестиваль в Чебоксарах, посвященный этническому и региональному, открыт. Любовь миллионов любителей большого кино. В этом году это кинокартина «Холодное лето 53-го». Для представления картины мы приглашаем на сцену режиссера фильма, сценариста, народного артиста Российской Федерации Александра Прошкина. Огромное спасибо за то, что пригласили не только меня, но и картину, которая в этом году 30 лет, в 1988 году она вышла в прокат. За год я посмотрел больше 50 миллионов зрителей. Это огромное событие в моей жизни. Есть еще одно событие. Ровно 30 лет назад мы познакомились с Нэнси и Володей в Вашингтоне во время показа картины в Конгрессе Соединенных Штатов. Это были такие, замечательные времена, когда мы были дружны, смотрели все вместе в будущее. Я надеюсь, что эти времена рано или поздно вернутся. К сожалению, почти всех главных героев нашей картины уже с нами нет. Нет Валерия Приемухова, замечательного актера. Нет Анатолия Дмитриевича Попанова, нет Виктора Степанова. Их нет, но их лица с нами, их души с нами. И в этом мистическая сила этой профессии, которая способна побеждать смерть. Это
Удивительные были актеры, это было удивительное время, время огромных надежд. И я надеюсь, что мы и сегодня смотрим с большими надеждами в будущее, и все те печали и сложности, которые есть в нашей жизни, они проходящие. Дай нам всем Бог, чтобы мы жили в мире, благополучии и все были здоровы. Спасибо вам огромное. В кино.